Дополнительные меры противодействия терроризму. Юнусбек Евкуров выступил на заседании Совета безопасности России в СКФО. Наши яблоки покупают от Уссурийска до Чукотки, до Калининграда. Кто земле дает, тому земля втройне отдает. Наш корреспондент расскажет о высоких показателях в сельском хозяйстве. Эта программа набирает обороты, и мы тоже надеемся, что жители республики будут пользоваться. Жилье многодетным семьям станет доступнее. Президент страны объявил программу господдержки по субсидированию ипотечной ставки. Что сделано, а что еще предстоит? В Комитете по туризму подвели итоги деятельности за 2017 год. Я очень люблю считать, и у меня это очень хорошо получается. Система развития интеллекта. Ингушские вундеркинды победили на региональной олимпиаде по ментальной арифметике. На канале Ингушетия Новости 24. Добрый вечер. В Черкесске прошло выездное заседание Совета безопасности России в СКФО под председательством секретаря Совбеза Николая Патрушева. Во встрече приняли участие полпред президента России в СКФО Олег Белавинцев и главы регионов округа. На совещании обсудили дополнительные меры по нейтрализации угроз переноса террористической деятельности из ближневосточного региона на территорию Северного Кавказа. Среди приоритетов названа работа по выявлению и нейтрализации остатков бандподполья и источников его финансирования. Вопросы повышения антитеррористической защищенности потенциальных объектов посягательств. Николай Патрушев подчеркнул, что особую актуальность данная работа приобретает в условиях применения против России различного рода политических, экономических, информационных и иных мер невоенного характера. Выступая в ходе заседания, Юнусбек Евкуров отметил, что в Ингушетии создан ряд рабочих групп и комиссий, в рамках которых органы исполнительной власти и муниципалитеты проводят работу по адаптации к мирной жизни бывших боевиков, занимаются профилактической работой с семьями жертв и участников вооруженных конфликтов. Наконец 2017 года этой работой охвачено 56 семей. К мирной жизни вернулись более 70 членов бандподполья, сказал глава Ингушетии. В Ингушетии одной из стремительно развивающихся отраслей можно смело назвать сельское хозяйство. Объем произведенной продукции за прошлый год составил более 8 миллиардов рублей. Наряду с растениеводством развивается и животноводческая деятельность. В приоритете остается привлечение инвестиций в производство и переработка сельхозпродукции. Об этом говорил глава республики в своем послании Народному собранию. Самое передовое оборудование в Европе лучше не найти. Впрочем, в саду «Гигант» в ногу со временем стараются идти во всем. Крупнейший в СКФО новый оптово-распределительный центр запустили только в конце прошлого года. Он позволяет одновременно хранить до 36 тысяч тонн плодов, а производительность линии по товарной обработке более 20 тонн в час. Почти всю работу выполняет автоматика, поэтому и трудятся здесь рабочие, можно сказать, в свое удовольствие. Это самое лучшее преимущество для работников, потому что им не нужно их поднимать, ящики, ставить. Все идет автоматика. Они укладывают авиола ящик. Человек около 60-70 работает. Средняя заработная плата у них зависит от нормы. Норму они переработку делают, меньше 1000 рублей они не получают каждый день. Оптово-распределительный центр – это принципиально новый механизм поддержки садоводства. Ведь важно не только вырастить и собрать, но еще и сохранить и реализовать. К слову, после сортировочной линии ящики с продукцией попадают на соседний склад. Но здесь они надолго не задерживаются. Машины их загружают прямо на месте. Яблоки, выращенные на ингушской земле, поставляют по всей России. В день на предприятии реализуется до 180 тонн продукции. 18 тонн семерянка яблоко везем в Екатеринбург. Наши яблоки покупают от Уссурийска до Чукотки, до Калининграда. Но, конечно, основная масса покупают Петербург, Москва, большие крупные города Российской Федерации.
А в саду в это время царит настоящее умиротворение. Эту тишину нарушает разве что жужжание трудолюбивых пчел. Первыми в саду «Гигант» зацвели абрикосовые деревья. Урожай ожидается уже в мае. Косачковых у нас не так много, всего 16 гектаров. Это абрикосы, вот вы видите, то, что он цветет первым. Очень обильно цветет, тем более, что мы сделали очень хорошую обрезку, большую, чтобы абрикосы стали крупными. Мы убрали много лишних веток отсюда. Следом это будут персики, вы видели сейчас, дальше черешня, слива и летние яблоки. Мы торгуем круглый год сейчас. В холодильнике то, что у нас осталось сегодня, до конца июня мы будем их продавать. Этот список скоро пополнит груша. Ее планируют высадить на 5 гектарах. Сад «Гигант» полностью оправдывает свое название. Он раскинулся на 500 с лишним гектарах. Но в планах у руководства довести эту цифру к 2019 году до 1000. В этом году плодовых высадить еще на 180 гектарах. Не прекращается работа и на полях. В Гупе-Нестеровской, к примеру, к посеву яровых приступили согласно плану. Троицкая, Галашки, Чемульга и Нестеровская. Все богатство предприятия, а это больше 4000 гектаров, раскинуто по всему Сунжинскому району. Сейчас механизаторы обрабатывают новые поля в селении Чемульга. Здесь готовится высадить гречиху. Но аграриям пришлось изрядно потрудиться, чтобы ввести эти земли в сельхозоборот, предварительно расчистив их от кустарников и деревьев. Мы ввели в севооборот новой культуры. Это горчица, это гречка. Будет вот здесь вот как раз на этом поле мы стоим площадью 74 гектара, где будем высевать, высеяли уже здесь, посев идет горчицы. Где-то в общей сложности по хозяйству мы посеяли, уже отсеяли более 300 гектаров. Сейчас думаем довести до 500. Это у нас будет горчицы, гектаров 40 будет гречки у нас. Горох мы отсеялись на площади 320 гектаров. Суммарный объем сельхозпродукции в республике в прошлом году составил 8,6 миллиарда рублей. Это на 12% больше, чем в 2016. Такие положительные достижения отметил в ежегодном послании Народному собранию и глава региона, уделив отдельное внимание задачам, стоящим перед региональным Минсельхозом в 2018. 50% инвестиционных проектов, которые мы хотим реализовать по сельскому хозяйству, они нереализуемые. Здесь я вижу слабую работу все-таки министерства в плане того, что не совсем качественно изучается эти проекты, в целом блока сельскохозяйственного правительства. Здесь надо очень серьезно поработать в этом направлении. Те проекты, которые у нас сейчас успешно идут, они требуют и другие направления. Они требуют не просто поддержки, а пристального внимания председателя правительства, правительственный блок. Приоритетным же направлением развития сельского хозяйства остается привлечение инвестиций. Впрочем, работа в этой сфере уже ведется и показывает хорошие результаты. Помимо сад «Гиганта» у нас ведутся огромные работы, большие инвестиции по переработке глубокого мяса с индейки, птицекомплекс «Южная». Также у нас муслимпродукт, тепличные комплексы. У нас частники строят еще сушилки по сушке наших зерновых. Сейчас практически во всех гупах завершается посевная. Это ранние яровые – гречиха, овес, горох. Чуть позже аграрии приступят к посеву уже кукурузы и подсолнечника. На 70 тысяч гектаров раскинулись сельхозугодья республики. Из них 25 тысяч приходится на гупы, остальное занимают КФХ. Кстати, в этом году, как отмечает Минсельхозе, посевная площадь республики увеличилась еще на 300 гектаров. А значит, что говорить о рекордных показателях урожая еще рано. И это связано не только с введением в оборот новых земель, а еще и своевременной и полной подкормкой культур, начат и мониторинг сельхозугодий. И если в прошлом году урожайность в регионе составила в среднем 25 центнеров с гектара, то в этом ожидается не менее 30. Хадза Добриева, Мербек Мержоев, Новости 24. Самым пожилым человеком планеты по версии книги рекордов Гиннесса признан 112-летний японец Масадзо Нонака. Однако старейшим человеком по версии книги рекордов России является Апаз Илиев, проживающий в Ингушетии. Сейчас долгожителю 122 года, у дедушки 8 детей, 33 внука и 34 правнука. Глава республики Юнусбек Евкуров уже поручил специальной рабочей группе предпринять меры, чтобы Апаза Илиева признали главным долгожителем Земли. Также, по мнению главы региона, во всей этой путанице виноваты местные чиновники, которые вовремя не проявили инициативу по данному вопросу. Представители издания пока не прокомментировали эту информацию.
Действенный способ повышения демографических показателей – это доступное жилье молодым семьям. Этому способствует программа президента Владимира Путина по поддержке многодетных семей, субсидирования ипотеки на приобретение жилья, благодаря чему молодые семьи страны смогут взять жилье в кредит по заниженной процентной ставке. Немаловажную роль здесь играет и количество детей. Обо всем подробно Рина Тичоева. Нам необходимо принять комплекс мер, которые позволят стабилизировать, не допустить снижения численности населения России в предстоящее десятилетие. В пакете мер государственной поддержки объявлена Владимиром Путиным программа субсидирования ипотечной ставки. Это означает, что если молодая семья захочет, к примеру, взять в ипотеку квартиру, оплачивать сумму банку они будут только 6% годовых. Все, что идет свыше, оплачивается за счет государства. Такие меры поддержки, как заявил президент Владимир Путин, хороший способ повысить демографию страны. К примеру, сегодня средневзвешенная ставка на рынке ипотечного кредитования составляет, по данным Банка России, 10,05%. То есть в таком случае государство берет на себя более 4% стоимости кредита. По оценке Минстроя, в предстоящие 5 лет эта программа может охватить свыше 500 тысяч семей. Еще поподробнее скажу. Программа ипотечного кредитования будет носить срочный характер, предусматривает субсидирование процентной ставки сверх 6% при рождении второго ребенка в течение 3 лет с даты выдачи кредита, третьего ребенка в течение 5 лет с даты выдачи кредита. Как отметил Владимир Путин, получить жилье по программе субсидирования может молодая семья, у которой родился второй ребенок с 2018 по 2022 годы. Ну а если в течение этого времени родится третий ребенок, срок процентной ставки продлевается еще на 5 лет. Банк выдаст ипотеку при наличии положительной истории, хорошей платежеспособности. Также особым условием получения жилья по этой программе является обязательное страхование жизни и здоровья. Если по каким-то причинам клиент решил, допустим, отказаться от страховки, или же он по каким-то условиям просто хочет выйти из этой программы, то тогда процентная ставка увеличится на 2 процентных пункта от ключевой ставки Центрального банка. На сегодняшний день она составляет 7,25. То есть по факту, по каким-то причинам, выбыв из этой программы, максимальная ставка его будет ключевая ставка плюс 2%. На сегодняшний день, если говорить сейчас, это 9,25 получится. По условиям программы ставка 6% после окончания льготного периода не должна превышать размер ключевой ставки Центробанка, действующей на дату выдачи кредита. Так ставка составит 9,25%. Приобрести квартиру можно как на первичном рынке, так и на вторичном рынке. Первичный рынок – это долевое строительство. В рамках долевого строительства у застройщика, у аккредитованного застройщика. Вторичный рынок – это уже готовое жилье, квартира, у которой есть право собственности. Обязательное условие по данной программе – это первоначальный взнос не менее 20% от стоимости квартиры. Помимо прочего, сумма кредита в Москве, Московской области составит 8 миллионов, так как жилье там намного дороже. Ну а предельный объем ипотеки в Ингушетии 3 миллиона. Выбрать квартиру от застройщика в нашей республике можно на сайте Сбербанка в разделе «Дом Клик». Там также указана информация о застройщиках, стоимости жилья и районах. Этот продукт доступен по всей нашей стране, и выбрать квартиру, подать документы и получить одобрение клиенты могут в том числе и также, если обращаются напрямую в отделение Сбербанка. Чтобы получить по этой программе жилье, необходимо предъявить свидетельство о рождении ребенка, документ, подтверждающий гражданство Российской Федерации. Программа была объявлена, то есть она действительно в декабре анонсирована была, мы пока получали разъяснение. На сегодняшний день у нас на территории Ингушетии нет. Первый, если брать юг России, то первый кредит такой был выдан в Краснодарском крае, тоже в Сбербанке. Сейчас потихонечку эта программа набирает обороты, и мы тоже надеемся, что жители республики будут пользоваться. Нам необходимо, как говорится, чтобы они понимали, знали, как это делается. Наши филиалы к этому готовы, то есть программа до них доведена. Если в вашей семье в этом году родился второй ребенок, возьмите необходимый перечень документов на сайте Сбербанка и приходите в центральный офис республики. На 2-м этаже здания в отделе продаж вас проинформируют и помогут оформить ипотеку на приобретение жилья. Возможно, с этого дня в истории вашей жизни начнется новая счастливая страница. Рина Тичоева, Мухаммед Миржоев, Новости 24.
Безопасность и доступная среда для школьников и пешеходов. Председатель Народного собрания Ингушетии Зелимхан Евлоев с проверкой посетил село Яндари. Реализовывая программу по обеспечению безопасности детей, рабочие забыли про маленькие детали, существование которых приносит большие неудобства. Индира Манкиева расскажет подробнее. Этот тротуар можно смело назвать полосой препятствий, начиная вот с этого стационарного светофорного столба. Буквально в 2 шагах от него находится вот еще один, а в нескольких метрах находится еще и указатель на бордюр. Правда, непонятно, почему все эти столбы, указатели находятся посреди этого тротуара. Для того, чтобы не обходить все эти столбы, дети зачастую выходят на дорогу, а в дождливую погоду, чтобы не пачкаться в грязи и лужах, вообще идут прямо по трассе. Вот и спикер парламента тоже в недоумении, как прораб, проводивший здесь работы, не устранил все эти неудобства. Зелимхан Евлоев прошелся по окрестностям школы, пообщался с директором и завхозом. Сделав замечание, отметил, что хотя бы деревья здесь можно было бы и самим обрезать. Вышли бы, просто посмотрели бы, да, как дети идут. Но там нужно было делать обрезку деревьев, вытащить ненужные железобетонные такие маленькие столбы, чуть-чуть подсыпать песком, разровнять место, где люди ходят, но этого не было сделано. Дальше делегация направилась к первой сельской школе. Здесь картина в принципе та же. Ограждение установили, но не предусмотрели, что при этом нужно было оставить место для обочины и парковки. То же самое. Да, посмотри, он имел дух плаксон хуже. Жага хабит. Да, это директор. Он доктор Харби, ха. Ёшки, ля, жаб хабилы была. Колор кичу хае. Председатель регионального законодательного собрания считает, что к вопросу безопасности нужно подходить со всей ответственностью, ведь речь идет о детях. أزبوطن كل خو واتن يبول حبج والو سك دلهي يا أي غاش تاع خود دحونا خاصة دير تليفون داتي شي حكيمك حاجل ير أي غاش تاع خاصة خود دحون يبير نوق حطوا ديز دحو يعني دكس دور تحمل تاع تتساني أخذ. Здесь присутствовали и руководители района и местной администрации. Как отметил глава Назрановского района Исрапил Латыров, все замечания взяты на карандаш, и в течение 10 дней все будет устранено. Так как погодные условия не позволяли укладывать асфальт, там, проводить работы по строительству тротуаров, поэтому эти все замечания были выявлены и даны соответствующие поручения. Сегодня здесь присутствует руководитель Автодора. В ближайшее время все выявленные недостатки будут приведены в порядок. Подобные проверки, как отметил Зелимхан Евлоев, планируется провести и в других населенных пунктах республики. Индира Манкиева, Рамзан Зурабов. Новости 24. Семинар по вопросу противодействия коррупции в органах государственной власти республики прошел в Федеральной службе по надзору в сфере связи. С подробным анализом статьи антикоррупционного законодательства выступил председатель регионального отделения Ассоциации юристов России Аюб Гагиев. Он привел примеры наиболее частых нарушений законов, а также призвал всех госслужащих заполнять декларации о доходах. Гагиев отметил, что зачастую многие не придают значения числящимся за ними автомобилями или объектами недвижимости, которые являются обязательными для декларирования. Нужно нашим государственным муниципальным служащим разъяснять о тех ограничениях, о тех запретах, о тех предписаниях, которые содержатся в федеральном законодательстве относительно противодействия коррупции, во избежание совершения ими коррупционных правонарушений. Также мы разъясняем
какая ответственность наступает за совершение коррупционных правонарушений, какие правовые последствия могут для них наступить. И это позволяет минимизировать или же профилактировать совершение соответствующими должностными лицами коррупционных нарушений. Благодарность или взятка? В ходе совещания также был поднят вопрос о недопустимости принятия работниками госучреждений подарков в связи с их должностным положением. По итогам семинара руководители подведомственных учреждений приняли решение на постоянной основе проводить подобные мероприятия для профилактики коррупции. Нужно бороться с коррупцией сообща. Должны быть задействованы все общественные институты. Те нормы закона нужно доводить, в том числе и для молодежи, которые, я почему говорю для молодежи, они наше будущее. После окончания института они будут, значит, такими же федеральными государственными служащими, как и мы. 15 апреля День города празднует столица нашей республики. Магасу исполняется 1075 лет. В этот день на площади Алания запланировано множество праздничных мероприятий. Для жителей и гостей города пройдет грандиозный концерт в 16:00, на котором, кроме ингушских артистов, выступят приглашенные звезды кавказской эстрады. Особым гостем на предстоящем празднике станет российский актер, композитор и певец, известный многим по телесериалу «Универ» Виталий Гагунский. Также в 11:00 будут организованы игры с аниматорами, аттракционы, шоу трансформеров и масса других развлекательных программ. В рамках празднования состоится автопробег BMW-клуба. Сейчас смотрите короткую рекламу, а вот что вы увидите во второй части выпуска. Что сделано, а что еще предстоит? В Комитете по туризму подвели итоги деятельности за 2017 год. Система развития интеллекта. Ингушские вундеркинды победили на региональной олимпиаде по ментальной арифметике. Этот автомобиль может стать твоим. Соверши покупку от 5000 рублей в Поиск.com и получи свой шанс выиграть автомобиль и другие ценные призы. Акция действует по 21 июня 2018 года. Подробности в магазинах Поиск.com. Назрань, улица Евлоева, 41. Продолжаем выпуск. Если раньше свалки появлялись на пастбищах и отдаленных участках, то теперь мусор бросают на землях сельскохозяйственного назначения. Такая практика, в частности, наблюдается в селе Дзязиков-Юрт. Мало того, что несанкционированная свалка нарушает все нормы экологии, так еще и под слоем отходов гибнет урожай. В ситуации разбирался наш корреспондент. Причиной того, что здесь собрались представители Россельхознадзора, стало обращение агрария Булата Цичоева, который занимается сортоиспытаниями. В 2016 году для этих целей были выделены земли в 3 районах республики, и сегодня одна из них находится вот в таком состоянии. Эта свалка, по словам агрария, организована властями сельского поселения, как временное пристанище для мусора. Мало того, что она приносит ущерб сельскому хозяйству, так еще и расположена прямо на их землях, и из-за этого уничтожен уже не 1 гектар посевов. Кто не мог доехать или кому это безразлично, прямо на поле выбрасывает этот мусор, уходит. Отсюда мыши, крысы, мы не успеваем подкормки делать, это самое, они нам делают потравы. Мы считаем вообще, что здесь не место среди посевов. Пару дней назад здесь пытались навести порядок и собрать мусор, но никакого результата нет, ведь стоит только подняться ветру над полем, сразу же по всему участку земли разлетаются пакеты и фантики. Но это еще полбеды. Свалка собирает и скот, который не прочь первым отведать сорта озимых культур. اوز اتتونو اوز حلسق واتو اوز كرتياتو ايوسي اتيو ايوس داوود بيسنا حبك ايوس دينا حبك ايوس دين دوغن حقول اخوس ازم دي خرطه دين دوغن اخوس بيشي مزي خل صدق شو حلتوس يرم دال وطو الحمدهن
По словам очевидцев, сюда привозят мусор из 5 ближайших сел. Для удобства вывоза бытовых отходов даже начали прокладывать дорогу. Но работу завершили только наполовину. И во время дождей и слякоти машины возят мусор прямо по посевам. А ведь это новые сорта, которые пытаются ввести в севооборот для поднятия уровня сельского хозяйства республики. Трактора и машины, которые везут эти твердобытовые отходы, проезжая по этим семенам, по полям, утаптывая эти озимые культуры, вываливает свалку. Вот эта свалка, она фактически нарушена все законы, потому что земли сельскохозяйственного назначения. На земли сельскохозяйственного назначения без перевода, без изменения вида разрешенного использования они не имели права. Санкционированная свалка должна быть полностью ограждена, иметь подъездные пути и документы. Здесь этого всего нет, и инспекторы отдела земельного надзора прибыли сюда для того, чтобы разобраться со всей этой ситуацией. Ну а пока ясно лишь одно – эта свалка стала катастрофой для фермеров и мешает им выполнять свою работу. Хэди Бекбузарова, Хаваш Гойгов, Новости 24. В Госдуме изучат вопрос об ответственности за ложные сведения в соцсетях. Летом прошлого года депутаты вносили в Госдуму законопроект об обязанности операторов социальной сети удалять по заявлению пользователя информацию, направленную на пропаганду войны, разжигание ненависти и вражды, а также недостоверные данные, порочащие честь и достоинство другого лица. После ряда замечаний было принято решение доработать данный проект закона и внести его заново, в котором предлагается обязать владельцев соцсетей удалять по заявлению пользователя информацию, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность. Не поддаваться лжепроповедям псевдорелигиозных наставников, следовать заветам отцов и заниматься спортом. Такие наставления получили студенты аграрного колледжа от сотрудников Комитета по делам молодежи. Молодые люди зачастую в силу своей наивности и элементарного незнания истинных ценностей ислама попадают в сети злоумышленников. Подробнее Жаридат Халухоева. Социальная и материальная незащищенность, психологическая незрелость, значительная зависимость от чужого мнения, а также юношеский максимализм – это лишь некоторые причины, из-за которых молодежь может легко поддаться экстремизму. Как не стать марионеткой в руках вербовщиков и не позволить манипулировать собой – вот чему учат собравшихся. Сегодня мы пытаемся, вот именно на наших встречах, мы пытаемся осветить вопрос с разных сторон, а также дать ребятам тот выбор, что мы хотим им показать, что выбор всегда есть, и чтобы этот выбор он был правильный. И приводим в пример, конечно, и наших знаменитых спортсменов, которые действительно, они и намаз совершают, и участвуют в общественной жизни Ингушетии. От сегодняшней молодежи зависит будущее целого народа и последующего поколения. Но терроризм и экстремизм, подобно болезни, стремительно поглощают неокрепшие умы, вербуя молодых людей в свои ряды. Причем манипулируют ими, чаще всего используя искаженные религиозные убеждения. Дауд Дидига в этом плане всегда осторожен. Как признается юноша, ответы на интересующие его вопросы он всегда старается искать только у знающих людей. Я пытаюсь обращаться к своим родителям, а если родители не знают, я обращаюсь к имаму своему населенному пункту, и они мне скажут, я интернет больше часто не пользуюсь, просто для учебы или как-то связаться с друзьями, так я интернет очень пользуюсь. Терроризм – угроза многоплановая, методы борьбы с ним тоже разные, только цель одна – не допустить подверженность молодежи к разным криминогенным и антисоциальным группам. Проводя такой цикл профилактических мероприятий, Комитет по делам молодежи стремится не только проинформировать подрастающее поколение, а также завлечь их к активной социальной жизни того же самого ведомства, ведь альтернативу можно найти всегда. Мы предлагаем, ребят, вот все то, что время, которое у вас есть, и вроде бы вы не заняты, допустим, да, в свободное от учебы время и так далее, используйте его, пожалуйста, с пользой для общества. Сегодня, например, выступал Галаев Адам, это руководитель добровольческого корпуса, руководитель РСМ, и он подробно рассказал о деятельности комитета и о том, какие сегодня есть программы, грантовые конкурсы, какие форумы, в которых ребята могут участвовать, то есть занять свое время и быть действительно полезными, и себе быть полезными, и вообще в целом ингушскому обществу. Учиться на чужих ошибках, получать достоверные знания о религии, заниматься спортом и твердо стоять на ногах. Собравшиеся пришли к выводу, что только так можно получить здоровое общество, свободное от различного влияния. Благодаря этой встрече дизлайк экстремизму поставили сегодня десятки молодых людей. Эти мероприятия их нужно проводить, а источником этих самых экстремистских движений, скажем так, является в большинстве интернет. То есть это социальные сети, в которых мы узнаем много ненужного и сбиваемся с нужного пути.
У терроризма нет религии, нет национальности. Такая беда может прийти в любой дом. И профилактика в этом вопросе очень важна. Так же, как и всесторонне развивать ребенка, чтобы на дурные мысли не было свободного времени. Шаредат Хулухоева, Адам Далаков, Новости 24. В Ингушетии открыто около 20 сельских гостевых домов для туристов. Гостевые дома – это новый вид туризма в Ингушетии, который дает дополнительный заработок для жителей республики благодаря предоставлению личных домов в качестве мини-гостиниц. С текущего года планируется разработка и внедрение тех механизмов финансовой, в том числе грантовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся организацией сельского и экологического туризма. В прошлом году на развитие туризма в Ингушетии было направлено более 320 миллионов рублей. Турпоток в республику составил более 50 тысяч человек. На территории республики прошло около 30 массовых туристских мероприятий, в которых приняли участие более 20 тысяч человек из числа местного населения и более 13 тысяч гостей и участников из других субъектов России. О достижениях туристической отрасли в своем докладе на итоговой коллегии говорил председатель комитета по туризму Ингушетии Беслан Хамхоев. Подробности в материале нашего корреспондента. 2017 год в сфере туризма запомнился яркими мероприятиями как регионального, так и общероссийского уровня. Перестановка акцентов позволила открыть новые возможности и направления, в частности сельский туризм. Созданная 3 года назад Ассоциация гостевых домов республики приобрела за прошедший год еще большие масштабы, как и гастрономический тур «Мархаш Халяль Тур», который также успешно развивается. Мы разработали определенные маршруты, где-то 4-5 маршрутов, включительно равнинную часть и горную нашу часть республики, Джирахский район. Наравне с сельским стремительно развивается и событийный туризм. Прошедший год в этом плане запомнился ежегодной большой рыбалкой, участием на основных туристических выставках «Интурмаркет-2017», «Ингушетия. Край башен и легенд» и «Инг-Экспо-тур». В своем докладе о деятельности комитета за 2017 год председатель ведомства Беслан Хамхоев также отметил постоянно пополняющиеся туристические маршруты. На сегодняшний день в республике на постоянной основе действует более 20 маршрутов. Так, к примеру, в прошлом году в результате поисковых работ был проложен путь к Асиновскому водопаду. За последний год открылись новые туристическо-экскурсионные туры по достопримечательностям Джайрасского района. Свою стабильную популярность приобрели всесезонный горнолыжный курорт Арамхи, туристические программы «Чайный экспресс» и «Экспресс-Кавказ». Этот год начался не менее насыщенно. На ежегодной международной выставке «Интурмаркет-2018» Ингушетия представила весь свой туристический потенциал. Здесь же было достигнуто соглашение о сотрудничестве с Московским департаментом спорта и туризма на период прохождения чемпионата мира по футболу. Таким образом, туристы из Москвы и Ростова смогут в перерывах между матчами в рамках краткосрочного тура посмотреть на красоты горной Ингушетии. Мы с коллегами проговорили возможность привлечения туристов, гостей Москвы и Ростова, которые будут приезжать на эти матчи. То есть между матчами будет несколько дней, там, чем ближе к финалу, тем больше там времени. И мы будем привлекать туристов между матчами. То есть сегодня прилетят, там день комбинат, потом и завтра улетят на следующий свой матч. Говоря о будущем, Беслан Хамхоев упомянул и проблему безопасности туристов в ближайшее время. Планируется установить ЭТТ-связь на определенных участках Джайрасского района, чтобы в случае непредвиденных ситуаций отдыхающие смогли позвать помощь. Эта работа будет проделана совместно с сотрудниками регионального МЧС. В районе гостиницы Большак есть у них своя вышка, специальная станция своя. Позволит нам установить на этой станции точку ИТТ. С этого сигнала, чтобы оттуда он поступал. Это нам позволит покрыть этот район связью и интернет, и, я думаю, и мобильной связью. Следует отметить, что Ингушетия вошла в список 17 регионов на 100% выполнивших в 2017 году мероприятия в рамках ФЦП развития внутреннего и выездного туризма на 2011 и 2018 годы. Между тем, по официальной информации, около 63 тысяч российских и иностранных туристов посетили в 2017 году республику. В текущем году в региональном комитете по туризму рассчитывают, что число туристов возрастет до 70 тысяч. Шаредат Хулухоева, Магомед Урусханов, Новости 24. Дети из Ингушетии победили на региональной олимпиаде по ментальной арифметике. Турнир проходил в Дагестане. Соревновались сотни детей, обладающие уникальными способностями вычисления в уме. И 10 призовых мест из 22 забрали ингушские вундеркинды. С ними встретилась Хади Добриева. Есть сертификат, и
первой межрегиональной олимпиаде объявляется наша зажигалочка и просто умница Жанете. Пойдем. Что такое ментальная арифметика, Жанетта Тумгоева узнала только несколько месяцев назад, а сегодня она в числе победителей межрегиональных соревнований. Олимпиада по ментальной арифметике для четвероклассницы стала первым серьезным конкурсом, где она смогла продемонстрировать свои уникальные навыки. Мне нравятся задания, которые нам дают обычно, а еще нравится считать. А почему тебе нравится считать? Потому что ментальная арифметика – это очень интересно. Из 16 воспитанников Центра развития интеллекта Академии КИДС 10 стали призерами арифметических баталий, завоевав 4 первых, 3 вторых и 3 третьих места. Юным математикам пришлось пройти 7 непростых этапов. С каждым туром скорость решения примеров уменьшалась на 0,1 долю секунды. Задания, к слову, тоже не самые простые. Сложение 2- и 3-значных чисел. Самым сложным для ребят оказался именно заключительный тур. Какое первое? И я первая. Ты самый первый, да? Я тоже первый. На последнем уровне было очень быстро, но я не ошибался на этом уровне. И я получил за это первое место. В последнем финале я небольшую ошибочку сделал, но, иншаллах, на следующем конкурсе я первое место получу. Я была уверена в моей победе, потому что знала, что я выиграю первое место, поэтому я не волновалась. Меня многие соперники списывали, но я не разрешала им списывать мои ответы. Поэтому им дали другие задания. В Олимпиаде вообще приходили более 100 детей, и было 22 призовых места. Из них 10 призовых мест, к нашей великой радости, заслужили наши дети. Наш центр относительно молодой, нам нет еще и года. А там наши конкуренты, это были ребята из центра, которые работают более 5, более 10 лет. И сегодня мы считаем, что наши дети были готовы не просто на все 100, а 150%. Соревнования проходили в Махачкале и собрали больше 100 юных математиков со всего СКФО. Трудно поверить, но эти малыши с невероятной скоростью складывают и вычитают, а главное, дают безошибочные ответы. 32, 52, 15, минус 21, минус 65, плюс 21, минус 34. Правильно. Решение примеров для них – это увлекательная игра на скорость и внимание. Каждый старается первым дать ответ. Ничего не знаю. Совсем ничего не знаешь. Незнайке Ахмеду Хамхоеву всего 5, но в арифметике с ним посоревноваться может даже не каждый взрослый. Еще один победитель Олимпиады, настоящий непоседа. Тем не менее, перед камерой все же теряется. Хотя одно Ахмед точно знает. Я очень люблю считать, и у меня это очень хорошо получается. Чествуют сегодня не только юных умников и умниц, но и родителей. Эльза Гагиева не устает радоваться успехам сына. Сначала в школе, а теперь еще и на таких важных соревнованиях. И это только после 2 месяцев занятий ментальной арифметикой. Я первые 6 этапов прошел очень хорошо, а на финале я одну ошибку сделал. Заняли 3 место, но, надеемся, у нас еще все впереди. Медаль, 1 место у нас впереди. Да, ходим 7 месяцев. Благодаря этой академии, благодаря тому, что мы посещаем, даже в школе, он уже намного в лучшую сторону изменился. И мы очень довольны. Ментальная арифметика строится на основе абакуса, японских счетов. В Центре интеллектуального развития КИДС детей сначала учат владеть техникой счета на косточках, а затем переходят к счету в уме. При этом важно задействовать обе руки. Все, что объясняют педагоги, ребята буквально схватывают на лету. Абакус это специальные счеты для ментальной арифметики. Да, мы на них занимаемся. Да. Учитель нам показывает, тут заниматься, и можно тут и тут. Я всем советую ментальную арифметику, потому что дети развивают настолько свой интеллект. Это не только счет больших чисел в уме, это развитие памяти, логики и мышления.
Развлекают детей знакомые всем герои. Вот уж кого здесь встречают с большим удовольствием. Веселиться ребята умеют ничуть не хуже, чем решать в уме сложные примеры. Дети-калькуляторы, по-другому их и не назовешь. Впрочем, самые громкие победы у них еще впереди. Их ждут всероссийские соревнования по ментальной арифметике, в которых примут участие уже победители межрегиональных туров из 21 региона страны. Тогда ребятам предложат больше 200 заданий. Хади Добриева, Рамзан Зурабов, Новости 24. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь на канале Ингушетия.